Это новости спорта, в студии Полина Долинская. Защитник сборной Нидерландов и итальянского Ювентуса Матейс де Лигт признан лучшим футболистом 2019-го среди игроков в возрасте не старше 21 года по версии журнала France Football. Второе место занял английский нападающий немецкой Боруссии из Дортмунда Джейдон Санчо. Третьим расположился форвард испанского Атлетика Фелиш. Данный приз был вручен во второй раз в истории. Также был вручен золотой мяч лучшей футболистки по итогам года. Приз получила полузащитник сборной США и американского Рейна Меган Рапино. Второе место заняла француженка Люси Бронс. Третьей стала американка Алекс Морган. Среди мужчин Лионель Месси в шестой рекордный раз стал обладателем золотого мяча. Второе место занял голландский защитник английского Ливерпуля Вирджил ван Дейк. Третьим стал португальский форвард итальянского Ювентуса Криштиану Роналдо. На церемонии вручения золотого мяча Месси заявил, что рассчитывает на то, что его игровая карьера будет продолжаться еще много лет. Надеюсь, у меня впереди еще много времени. Я знаю, сколько мне лет, но у меня еще будет какое-то количество времени. Но пусть оно и летит незаметно. Я хочу продолжать наслаждаться футболом, своей семьей и своими коллегами, рассказал форвард. В Лондоне партии первого дня полуфинального раунда финала Гранд-тура по шахматам завершились в ничью. Участники финала Гранд-тура определились по итогам 7 этапов турнира заранее. На финальном этапе соперники играют по олимпийской системе. В финал Гранд-тура пробились норвежец Магнус Карлсон, китаец Динь Лижен, армянин Левон Аронян и француз Максим Вашье-Лаграф. В полуфинале Карлсон играет с шахматистом из Франции, Аронян со спортсменом из Китая. Партии первого игрового дня завершились в ничью. Вторые партии в классические шахматы состоятся 3 декабря. Сам тур финала Гранд-тур завершится 8 декабря. Призовой фонд тура составляет $350 тысяч. В Москве прошло вручение национальной премии Всероссийской Федерации парусного спорта «Яхтсмен России». Путем онлайн-голосования на сайте Федерации в период с 5 по 12 ноября были определены победители в номинациях «Лучший яхтсмен» и «Лучшая яхтсменка России». В номинации «Лучший яхтсмен России» победу одержал экипаж Павла Сазыкина и Дениса Грибанова. Кроме того, что спортсмены стали чемпионами страны, также они получили олимпийские лицензии в классе 470. Победитель чемпионата России в классе лазер стал Сергей Комиссаров. В номинации «Лучшая яхтсменка России» стала серебряный призер первенства мира Яна Резникова. Глава Всероссийской Федерации парусного спорта Владимир Силкин на церемонии награждения выступил с речью к спортсменам и гостям мероприятия. Очень рад, что у Федерации есть возможность ежегодно в конце года собрать лучших из лучших спортсменов, тренеров, судей. Рад, что вижу здесь как и хороших знакомых, так и молодые, новые лица. Традиционно парусное сообщество выбирает лучшего яхтсмена и лучшую яхтсменку. На этом вечере мы подведем итоги года, а после этого начнем готовиться к самому важному – 2020 году, году Олимпийских игр в Токио, сказал Силкин. Единая лига ВТБ объявила о проведении киберспортивного турнира, который начнется 16 декабря. На отборочном этапе болельщики выберут любимый клуб и сыграют с другими болельщиками. 13 победителей проведут турнир с групповым этапом и плей-офф, по итогам которым определятся победитель всего турнира. Для сильнейших предусмотрены ценные призы. Участие в турнире абсолютно бесплатное. Запуск киберспортивного турнира приурочен к матчу звезд Единой лиги ВТБ, который пройдет в Москве 16 февраля в 2020 году. На этом у меня все. Будьте всегда в курсе спортивных событий.